Здравствуйте, уважаемые жюри и участники конференции. Я ученица 5 В класса школы ГИК, это Савинова Нарьяна Ко, и представляю вам доклад на тему «Надмогильные сооружения как архитектурный язык расселения наших предков». Цели и задачи исследования – проследить отражение в этносознании событий XVII века, проанализировать реальное содержание этнического названия, время расселения по признакам архитектурных сооружений изучаемого населения. В работе рассмотрена этническая история родоначальников ночлега через их места захоронения. Объект исследования – надмогильное сооружение кладбища Хаяхсет села Мальжагар Нюрбинского района. Предмет исследования – родоначальник мальжагарского наследия Хаячи, беженец из западно-Кагаласского улуса и его потомки. В результате исследований есть гипотеза, что Хаячи прибыл в Манджагар в начале XVIII века. Казахстанский памятник более ранних времен, которые бы позволили проследить происхождение деревянного зодчества. Древних якутов на этой местности не сохранились. Это сооружение типа чардат. Основу конструкции составлял низкий продолговатый сруб. Углы вязались выпущенными наружу концами бревен, хабархаманок, а значит облос концами. В XVIII веке имел огромное распространение. Громадное хасидское надмогильное сооружение внука Хаячи Василия Чекова. Вязка углов в лапу, конфигурация стены трапециевидная. Нам известно, поблизости нет такого сооружения памятника архитектуры. Он совпадает с датировкой Константинова Черопчинского богача Омория. Он датируется с концом XVIII века. Аналогии типа такого сооружения этот ученый наблюдал у черопчинских и кангаласских родовитых людей. Яхтское шестиугольное надмогильное сооружение. Углы рублены в облос остатком. По-якутски хабархаманнук. Края их живописно неровные. Способ соединения бревен в углах, при котором концы бревен выходят за пределы стены. Оно датируется с концом XVIII века. Местность Хаптытрявит находится в 7 километрах от нынешнего центра Мальжагарского наследия. В этой местности жил потомок Хаячи, на третье колено богач Тогойки Епидул умер в конце XVIII века. Из архитектурного вида сооружения видно, что этот якут принял христианскую веру. Из его потомков вышли знаменитые ученые нашей республики. Родовое кладбище Хаяхсет – трехугольное надмогильное сооружение. Связкой углов в лапу датируется способ соединения рубки бревен в углах, при котором концы бревен не выходят за пределы стены. Дверей обычно в них нет. Они характерны уже для конца XIX века или в начале XX века. На западной стороне озера Малджарабета стоит надмогильное сооружение беглого якута князь Кита. По сказанию старожилов говорят, что он прибыл сюда со стороны Якутска, но только после Хаячи, и это сооружение строил сам. Об его потомках ничего не известно. Анализируя родословное древо Хаячи, которого составляет 10 поколений, ведет к концу XVII века или в начале XVIII века. Наличие поселения на Альбекте местных, где заселились все роды и родовитые князь Тогука и его потомки. Я горжусь тем, что мой предок выходит из кланового рода эпохи Тыгына, и в том, что пассионарность моего предка Хаячи доказали своими научными трудами, прогрессивными делами. Продолжатели его рода братья Донские, братья Сафроновы, братья Семеновы. Хочу, чтобы продолжался род мальжигарских якутов, чтобы была сохранена и охранена легендарная местность, связанная с именем Хаячи. Спасибо за внимание. Махтал.